Итак, всем доброго субботнего вечера из города Шымкента. Специально показываем наши обалденные автобусы, принадлежащие ТО T-Bus. T-Bus — это та же самая компания, что и Green Bus. Отличаются они цветовой гаммой. Цветовая палитра этих автобусов включает в себя красный цвет. И как вы все поняли, заправляются эти автобусы на заправочных АЗС Синойл. Именно на вот этой колонке образовывается очередь из этих автобусов. То есть DT, диз топлива, которым заправляются эти автобусы, как ни странно, не дает никакого абсолютно вклада в поддержание нашей экологии, особенно города Шымкента. Хотя, если вы не знали, то именно эти автобусы у нас закупались наряду с гринбасами, на которых якобы делался акцент. То есть сначала понакупали гринбасов, я так понимаю. Гринбасы, если вы не знали, у нас катаются только на газу. То есть выброс в атмосферу дают они минимальный. Ну а потом под шумок загнали и вот такую вот коллекцию из этих прекраснейших китайских ютонгов, которые у нас, соответственно, жрут дизель. Слушаю тебя. Нет, в смысле сюрмяку? Я хочу снимаю. А что случилось? А ты кто? Я здесь работаю. Где именно здесь? T-Bus. В T-Bus? Да. А, ну я показываю, что вы дизель купили, и все, нормально все. Нормально, А да? у тебя проблемы какие-то есть? А у вас есть, да? Да, есть с экологией. И? Дизель больше дает выбросов, чем газовые автобусы? Или меньше? Здесь нету выбросов. А, дизеля нету, да? Здесь мы специально заливаем AdBlue. Знаете, да, что такое AdBlue? AdBlue? Да, да. Я знаю, что вы, во-первых, тратите деньги государственные на то, чтобы заливать дизель, который в 3 раза как минимум дороже, чем обычный газ. А потом все равно это у нас называется дизельный транспортный автобус, правильно? То есть этот движок, который работает на дизеле. Этот вопрос вам ответит наше руководство. Классно же. А можно я пока просто поставлю вопрос без вашего вмешательства вашему руководству через Facebook? Не против? А вас как зовут? Зачем? Потом... Какое красивое казахское имя. Зачем тебе, Деген? А можно с акцентом или без акцента произносить? Не оглайн. Сен үшін бір нәрсе қылайын ба? Дистанцию. Можно? А ты дистанцию держи. Нет, я твою грудь держу, көкірегіңді ұстап отырмын. Қолмен, потому что ты ко мне лезешь. Можешь дистанцию держать? Вот ты дистанцию от меня держи. Мне не нравится, когда ты ко мне лезешь. Да, разбирайся. Ты со своими трусами разбирайся. Көкірегіңе тием ба, басқа жеріне ма. Ты не против же, да? Я продолжу, ладно? В смысле? Сам разбирайся, разбирайся, да. Слушай, конечно, я всегда отвечаю не только за свои слова, еще и за свои действия, понял? Ага, көкірегің сильно пострадал, да? Ага, терпи давай, терпи. Все, что я буду делать, ты будешь терпеть. Я продолжу, ребят. Надеюсь, что вы не против. 642 тоже у нас относится к компании ТО T-Bus. То есть это тоже дизельный транспортный автобус. То есть это у нас китайские ютонги, которые покупались, как я уже понял, намного позже, чем покупались гринбасы. Ну, как бы само, как это сказать, изначально само такое желание какой-то сделать вклад в поддержку нашего экологического состояния было хорошее, да? Ну, а потом вот, к сожалению, пошел опять у нас вот такой вот разнос. Покупают, как ни странно, китайские автобусы, которые заправляются на китайских заправочных станциях. Ну, это поддержка нашего бизнеса, видимо, казахстанского. Ну, а гринбасы почему-то куда-то вот делись, не знаю. Видимо, у них даже этих по обслуживанию, наверное, у них тоже появились какие-то проблемы. Ну и вот, к чему весь этот эфир. То есть все это время я записываю для того, чтобы, соответственно, задать вопрос. А руководство T-Bus и Green-Bus это руководство одного предприятия? И если правы ваши водители, которые говорят, что да, мы одна компания, просто у нас дизельные, поэтому мы T-Bus, а те, которые газовые, они у нас Green-Bus. То есть Green-Bus это те, которые за экологию, да? То у меня вопрос, соответственно, к этой компании. А для чего нужно было вообще начинать закупать газовые автобусы, если после этого вы
поставили на линию не менее десятка дизельных. В чем был прикол? Показать, что у вас есть такое хорошее намерение, или все-таки для того, чтобы просто попасть на этот рынок? Вопрос этот, конечно, не криминальный, не каверзный. Я не думаю, что там, Жан Пиесов лезет не в свое дело какое-то. Нет, вопрос это касается непосредственно моей озабоченности. То есть вы все знаете, что у нас дизель подскочил в разы, и дизель стал дороже, намного дороже стал, чем просто газ. Он даже обогнал бензин. Но при этом, не знаю, автобусы все-таки завезли. И они у нас прекрасно выполняют свои функции. Просто, едят они много, выбрасывают они больше, чем газ. И даже если вы хотите сказать, что стоят самые там последние какие-то там фильтрующие элементы, ля-ля-ля, это вопрос времени. Все новое когда-то превращается в старое. И никакого другого вклада, как вклад в сохранение экологии, вы все равно не добились, правильно? То есть именно ухудшение его состояния. Поэтому я хочу, соответственно, получить ответ на этот вопрос. А вот этого работника своего попросите в следующий раз просто не вмешиваться, когда идет съемка, не давать никакие интервью. Сейчас полиция приедет, сейчас Да мне чихать на тебя, на твои вот эти подожди, я тебя не обязан ждать. То есть это люди, которые, видимо, защищают интересы Тибаса. Ты меня оскорбил. Оскорбил, да, каким словом? Право нарушаешь. Да, какие именно? Сейчас. Какие именно? На свободу Почему ты чего? назвать меня, там, разбираться со своими курсами? Как это? Что это одно? Это сильно тебя подкосило, Сейчас да? посмотрим. У тебя нравственные страдания начались, да? Сейчас я посмотрю, я посмеюсь над тобой просто и все. Понимаешь? С такими, как ты, которые лезут выключить телефон, выключить телефон. А что ты сам не звонишь? Рядом с этим, рядом... Я тебя не обязан ждать, будешь меня искать по Чимкенту, понял? В общем, ребят, все, что я говорю, это все касается именно непосредственно... Как он достал, если честно? Я все это говорю конкретно для руководства этой компании Тибас и Гринбас, которые у нас, соответственно, позволяют себе после того, как было дано разрешение. Кстати, вон один Гринбас поехал. Бедолага, он сюда никогда не заедет. Было дано разрешение на приобретение Гринбасов. Они после этого все-таки поставили на линию еще и дизельные автобусы. Да, будет очень интересно узнать, а как же на самом деле выглядела эта ситуация изначально. То есть была ли договоренность у компании или в Акимате на приобретение вот таких вот автобусов, которые заправляются дизелем. Не зашла ли чисто случайно эта компания на рынок к нам с предложением приобретения только гринбасов? Вот и весь интерес. Всем пока-пока. Будем ждать ответа.